Общественники Ингушетии призывают всех жителей соблюдать меры безопасности в выходные дни в связи с мусульманским праздником Ит-аль-Фитр. Родителям детей общественники говорят отнестись еще более внимательно к безопасности малышей. В праздничные дни они нередко предоставлены сами себе. В праздничные дни к гражданам с призывом заботиться о своей безопасности на дорогах обращаются и представители МВД. Увеличение количества автомобилей и пешеходов создает риски, поэтому особенно важно помнить о правилах дорожного движения. За истекшие сутки 31 марта в Республике Ингушетия зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых были госпитализированы 6 человек. Так, в 21 час 10 минут водитель ВАЗ-211014, не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. Водитель был госпитализирован. В 21 час 20 минут водитель Киа, также не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дорожный знак. Водитель был госпитализирован. Позже, в 21 час 40 минут, по улице Исламская Сканова, сельского поселения Сагапши, водитель автомашины ВАЗ-217030 в результате несоблюдения очередности проезда допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП были доставлены оба водителя, а также двое пассажиров Ford Focus. Сегодня, 1 апреля, около 6 часов 50 минут на 580-м километре федеральной автодороги Кавказ водитель «Лада Приора» допустил столкновение с состоящим транспортным средством ВАЗ-21115. В результате ДТП трое пассажиров ВАЗа были госпитализированы РКБ города Назрань. По всем фактам полиции проводится проверка. Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия напоминает каждому участнику дорожного движения о строгости соблюдения правил дорожного движения и помните о том, что каждая ваша малейшая ошибка приводит к страшным трагедиям. Берегите себя и окружающих. Будьте внимательны на дорогах. Оперативный штаб УФСБ в Ингушетии в период празднования Ит-аль-Фитр обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих. При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрения транспортных средств незамедлительно сообщать по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Анонимность гарантируется. С 1 апреля по 12 мая открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Кавказского инвестиционного форума. Напомню, он состоится с 25 по 27 мая в Минводах. Организатор форума – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Главная тема КИФ в этом году – инвестиционный путь «Прошлое, настоящее, будущее». В фокусе деловой программы вопросы экономического роста, развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата для регионов. Правила аккредитации размещены на официальном сайте форума forumkavkaz.org в разделе «Медиа». Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу media@roskongres.org. В России началась весенняя призывная кампания. Продлится она до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно законодательной базе в России, срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат 160 тысяч человек. Сроки воинской службы в этом году остались прежними. Молодые люди, которых заберут в армию весной, будут служить, как и раньше, 1 год. Решение призывной комиссии теперь действует год. Если не отправили в часть, в следующем призыве заберут без повторных мероприятий. Для пересмотра годности призывник должен доказать ухудшение здоровья. В Госдуме обсуждают штрафы 10-20 тысяч рублей за несообщение о смене адреса. Вводятся электронные повестки. После их размещения запрещен выезд из страны. Законы и изменения, которые вступают в силу с 1 апреля, будут на 14,75% проиндексированы социальные пенсии. Дети иностранных граждан смогут поступить в российские школы только при подтверждении законности пребывания семьи в Российской Федерации и достаточном уровне владения русским языком. Все организации детского отдыха начнут работать по обновленной воспитательной системе. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Теперь один гражданин может зарегистрировать на себя максимум 20 сим-карт. Банк России будет ограничивать выдачи рискованных ипотечных и автокредитов. Семейная ипотека распространится на вторичку в городах с минимальным строительством. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе Нижняя палата парламента продолжит рассмотрение законопроекта, направленного на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий банкам России в рамках экспериментального правового режима проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета или вклада. Документ предоставляет возможность Банку России установить ЭПР, позволяющий кредитным организациям проводить идентификацию удаленно, то есть без личного присутствия клиента или его представителя. При этом нормативный акт ЦБ об установлении такого режима и его программы должен быть согласован с Росфинмониторингом, ФСБ, Минцифрой и Минфином. Ингушский борец вольного стиля Магомед Евлоев, выступающий за сборную Таджикистана, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе, который прошел в Омане, Иордания. В весовой категории до 79 килограммов Магомед продемонстрировал отличную форму и тактическую зрелость. В захватывающем пути к бронзе Евлоев уверенно одержал победу в четвертьфинале, а затем в решающей схватке за третье место использовал свой фирменный прием «промокашка», который вновь оказался решающим для достижения успеха.